когда в нашей стране объявили карантин, многие люди, которые зарабатывали ежедневно какие-то деньги и этим самым кормили свои семьи, они остались без работы в силу того, что все заведения, все было закрыто. И просто уже начались крики о помощи, о том, что просто им нечего кушать. И как-то в соцсетях я увидел один из таких постов, просили принести детям еду. Но помимо этой просьбы, там были фотографии, которые меня просто ужаснули. Я не думал, что в 21 веке, в современном обществе, дети могут жить в такой ситуации. Там было 4 детей. Я посмотрел на эти фотографии, где стены были в плесени. Меня, правда, это очень зацепило. Так как у меня есть социальная страничка в Инстаграм, я занимаюсь телефонами, и я с этой страницы в Инстаграм выложил призыв. Просто идея была такова, что давайте каждый подписчик скинемся хоть по 100 рублей и купим им новое жилье. Вы не представляете, так воодушевил этот сбор, просто в течение недели было собрано 300 тысяч, даже меньше, чем в течение недели было собрано 300 тысяч. Потом о проблеме этой семьи узнали родственники, они также подключились, они также с нами вышли на связь, они захотели помочь. Совместными усилиями был найден дом. Те деньги, которые собрали наши неравнодушные граждане, мы передали. Дом был куплен, семья благополучно переехала в хорошие условия. И после этого этот момент так воодушевил, что захотелось просто заняться этим делом, которое получилось, да. Сегодня в нашем обществе к благотворительности относятся очень осторожно. Многие просто не верят в то, что они реально могут кому-нибудь помочь, и в то, что их деньги действительно дойдут по назначению. Но несмотря на это, есть в Абхазии граждане, даже целые семьи, которые так проникаются чужими проблемами, что решаются на пожертвования через благотворительные фонды. Одна из главных задач фонда «Баракят» – помощь многодетным семьям. Многодетная семья из села Дурипш нуждалась в помощи. И вот помощь наконец-то дошла. Когда пришла, конечно, дом был с нормальным состоянием. У меня была свекруха больная, у нее с ногами была проблема. Жили нормально, все было, и куры, и коровы, все было, и дом в порядке был, и работала я. Тогда у нас не было, когда я работала, не было старшего сына, а уже уже как бы нормально все чувствовали. Это было сейчас, год не помню, где-то в 2015, наверное, где-то вот так вот. Он заболел, у него инсульт был, инфаркт. Повезла его 8 мая в больницу, сама повезла, 8 мая в больницу положила, и утром 9 мая произошел у нас пожар. У меня уже тогда вторая была, ей было только 9 месяцев. Она проснулась в 4 утра, чтобы покушать. Утром проснулась, у нас что-то, стою, пошла в чайник включить, стою, что-то такой шум, дым, непонятно. Дверь открываю в кухню, моя свекруха в комнате лежит, спала. Думаю, что такое, что-то дым непонятный. Детей оставила, бросила, побежала к своей свекрухе. Только успела дверь открыть, у нее уже там все горело. Я ее просто увидела, она уже сидела задушена от дыма. Была целая. Пока всех обозвала, пока приехали МЧС туда-сюда, она уже вся подгорела. Я одна с детьми, своих детей бросив, и пошла к своей свекрухе, чтобы ее вытащить. Но я со своими силами не смогла ее вытащить, потому что она у меня была здоровая, и ноги больные были. И побежала. Хорошо, что моя сестра была, родная, она тоже маленькая, от испуга, не знает, что делать, кого брать, чего брать. Пока я туда-сюда моталась, где мои дети спали, вот в этом кухне. Я одна там спала в кухне с детьми, там тепло было. Пока я добралась, и соседи, уже полкухни горело, где мои дети спали. Я на все это, детей на улицу, потом только все соседи прибежали. Тван Басабрик, самый первый с мамой прибежал, начал тушить, никак не потушились. Потом приехал МЧС, потушили, полдома уже, конечно, моя свекруха сгорела, уже когда они приехали.
И вот так вот. И 6 лет ходила ко всем, просила, что помогли. Все ответ приходил только отказ. То ли у них не было в бюджете денег, то у них нету этого, то у них они уже не помогают таким. Они помогают только у кого произошел это стихийное бедствие. И вот, и за 6 лет никак не могла собраться. В связи моей соседки я бы тоже не написала бы. Потому что 1 раз, 2 раза все написала, отказ написали, я уже не пыталась. И вот эта моя соседка, Дивира жена, она говорит, слушай, говорит, я говорит, вот так вот говорит, в интернете говорит, увидела говорит, сайт говорит, Баракят Абхазии. Давай говорит, напишем. Я говорю, нет, не хочу, говорю, не буду писать. Она говорит, ну напиши, говорит, что с тебе стоит. И она как-то им тоже вот так вот написала им, и вот так вот. Потом я взяла, им тоже написала, ну да, Бог с ним, говорю, напишу, что будет, то и будет. И написала им, конечно, они откликнулись, я им очень благодарна. Откликнулись, сказали, вот у нас говорит, сейчас вот, ну там еще одна семья, говорит, после них, говорит, что-нибудь поможем. Конечно, откликнулись, помогли, очень благодарна. Я им спасибо большое говорю, дай Бог, чтобы у них все было хорошо. Этот карантин на самом деле выявил большую проблему. Лично для меня открылась вот эта проблема, которая существует у нас. Таких семей, к большому сожалению, много. Вот. Ну, мы сотрудничаем и с фондом Кераза, также сотрудничаем с соцслужбой. В этом плане очень хочется их поблагодарить, так как вот сразу видно, что люди к своей работе относятся очень, не то что серьезно, с душой, вот прямо эта работа их, это их жизнь, потому что вот иногда даже звоня за какую-то семью, спрашивая, они не лезут даже в компьютер, они просто на память знают по именам, по фамилиям, сколько детей, какой возраст, да. Вот я говорю конкретно вот с Камой Гопи, я постоянно на связи, да, и социальная служба, это Алина Базба, ведущий специалист ихний. Вот в этом плане, ну, я хочу выразить благодарность огромную этим двум, и фонду Кераза, и соцслужбе. Они проводят огромную титаническую работу, которую, к сожалению, многие недооценивают. У нас очень много таких семей. И хотелось бы, чтобы мы, общество, не ждали постоянно, чтобы государство сделало. К большому сожалению, ну, сегодня такая ситуация, что государство в полной мере не может поддерживать эти семьи. И хотелось бы, чтобы мы, общество, обратили внимание, сплотились в помощи таким вот большим семьям, в которых растет будущее нашей страны. Детей у меня 4, 3 девочки, 1 мальчик. Самой младшей 2 года. И вот самый старший у меня 9 лет. Есть куры, но коров сейчас я не имею. Ну, как обсварчу, как всегда, это надо зарезать туда-сюда. И убрала коров. И он, когда заболел, тоже деньги надо было, убрала коровы. Вот пока имею куры. И планирую, конечно, еще коровы себе тут. Есть инкубатор, хочу его включить и курей выходить тоже. Хочу вот этим тоже заняться. Ой, сейчас вот планирую сделать 4 комнаты. Вот работаю в ковид-центре. Вот что зарабатываю, все в дом. И, конечно, детям тоже не даю, чтобы не холодно, и чтобы голоду тоже не морила детей. И так вот, ну, хочу 4 комнаты сделать. Сейчас вот заказала пластиковые окна. Вот эти тоже хочу вот поставить. Сейчас вот основное, вот здесь хотим сделать кухню. И вот баня будет дальше. Уже внутри как-то обосноваться хотим. Короче, здесь мы хотели потолок сделали, купили потолок, но пришлось на комнату пустить. Потом думаем, со временем приобретем, короче, это купим и потолок здесь сделаем уже деревянный. И стены немножко обработаем, чтобы можно было здесь и окна, двери, все поставим. Здесь кухня будет. Здесь можно где диван поставить, сидеть. В данный момент сколько бегали, искали, но не могли, чтобы можно было так помощь. И вот спасибо Баракяту, короче, они помогли очень здорово. И уже сразу душа открыта стала, уже началось. Вот человек тоже помог, и Игорю тоже спасибо огромное. Он просто дал мне толчок, чтобы можно было уже крышу делать. А так и он и быстро, на быструю руку быстро разобрали, сделали. Потом моей жены дядька, короче, тоже здорово помог, начало тоже дал. И вот и основное уже потихонечку я уже сам начал.
Уже лишь бы было где, с чего начинать. И все, вот пошло мне в дальнейшем, дай бог, летом уже, до лета уже, думаю, закончу. В данный момент, что необходимо, вот помогли вы, дай бог спасибо. Уже в дальнейшем как-нибудь, уже самостоятельно мы можем уже это сделать. А так, остальным, если кто нуждается, ну и тоже бывает, если кому-то необходимо что-то у нас есть, мы тоже им передаем вот так, взаимообразно, кто нуждается больше. Ну, спасибо им огромное, кто помогал, кто руку помощи дал нам, короче, и чтобы в дальнейшем и остальным людям, я знаю, многие нуждаются в таких, короче, помощи. И дай бог, чтобы так взаимообразно всех, никто, чтобы в дальнейшем не нуждался в таких. Вторая семья, к которой мы приехали, тоже многодетная. Говорить и рассказывать о чем-то здесь не приходится. Кадры сами говорят за себя. У нас 5 детей. Старшей дочке 9 лет, потом сын 6 лет, потом дочка 5 лет, 3 года и 2 года мальчику. Дом в очень в аварийном состоянии находится. Когда ветер или сильный дождик, он очень трясется. Этот дом. Жить очень сложно здесь. Там есть комнаты, то, что даже затапливает. Снизу комната есть, то, что затапливает она. Очень сыро в нижних комнатах. А в верхних продувает очень много дыр. В детской комнате там тоже много дыр. Идет труба, через которую греются дети. Мы снизу топим ее, они через нее греются. И, печки то, что есть, то, что их нету. Ее от света, которые электрические. А по трубе, когда дождик идет, капает дождик. Там в одном месте тоже текло. Мы его закрыли, текло. С окон тоже очень сильно дует. Там одного окна нету, мы заделали его. Одно окно оставили, чтобы проветривать, и открытое было. Но в этом окне тоже дырки есть. Проводка тоже очень плохая, старая очень проводка. И очень много печек тоже не можем подключать. Сегодня у нас есть куры, утки, индоутки. В основном они только. После того, как мы узнали об этой семье, мы приехали сюда, посмотрели на месте. Конечно, изначально хотелось бы провести какой-то косметический ремонт, чтобы они могли, чтобы можно было тут жить. После осмотра дома тут стало ясно, и это очевидно, что дом ремонту не подлежит. Все несущие конструкции уже сгнили. Дом вообще находится в очень аварийном положении. Здесь живет 5 детей, и тянуть время, чтобы они тут жили, и ждать, чтобы он рухнул, нет у нас столько времени. Есть дом, который можно купить, цена приемлемая. Это 500 000 рублей. Если мы соберем эту сумму, мы купим им этот дом, переселим их в этот дом и будем спокойны за эту семью, что бытовые условия у них хорошие, что они будут жить в тепле и в уюте. Тут по дому видно, что они его пытались латать, что-то пытались сделать, но смысла тут никакого нет что-то делать. Строить новый дом – это огромные средства, но это минимум 1 миллион. Здесь даже начинать этого не стоит. Легче купить готовый дом, чуть-чуть там что-то подделать, и детки будут жить, каждый будет иметь свою комнату. Мы считаем, что, правда, это очень остро стоящая проблема, которую надо решить в ближайшее будущее. Нами уже собрано 235 000 рублей. Это почти половина суммы. Мы обращаемся ко всем гражданам нашей республики. Я думаю, что такое положение 5 детей не оставит никого равнодушным. Все подключатся, и бизнес, и простые граждане. Давайте поможем деткам обрести новый дом, исполним их мечту. Ведь если мы поможем один раз, этот дом останется им на всю жизнь и будет греть большую
дружную семью. То, что касается пособия, у меня приходит ежемесячно 2 500, по 500 рублей на каждого ребенка. Вот эти 2 500, то, что я знаю, то, что они придут, а так, конечно, когда муж работает, есть заработок, а так нет куда. В основном чем супруг занимается? Понятно, Он что строительством занимается. Он на самом деле вот есть, которые вот могут преувеличить или что-то. Он на самом деле вот, можно сказать, все знает. Он может совсем разобраться. Я не хочу сейчас не преувеличивать ничего. И он вот на самом деле очень плохо справляемся. Вот помогает и Киарас, нам очень много раз помогали, и другие организации очень много раз помогали. То, что помогали летом, осенью вот нам приносили продукты, я вот сохранила, чтобы вот я знаю, что такое время настанет. Вот эти вот месяца самые холодные я вот оставила как бы. У нас есть страница в социальных сетях, где у нас прямой диалог с людьми. Вот, и, к большому сожалению, бытует мнение, что вот эти многодетные дети, семьи, они там, родители бездельники. Вот, ну, зайдя сюда, мы видим чистый двор, видим, что есть хозяйство, видим ухоженный огород. Все ухожено, все чисто. То есть сказать, бездельник никогда бы так не сделал. Мы знаем, что отец работает на стройке. Я думаю, не стоит даже озвучивать, что такие суммы в 500 тысяч рублей, образно говоря, без какой-либо поддержки заработать и купить дом, но это нереально. И еще при том, когда у тебя 5 детей, детей надо одеть, детей надо обуть. Мы все знаем, что это такое. Это огромные расходы. И я лично считаю, такие семьи, это наш потенциал нашего государства. Это те дети, которые после нас будут поднимать наше государство, которые кто станет врачом, кто станет пожарным. Я не знаю, каждый найдет себя в этой жизни. И вот эта вот трудная жизнь когда-то закончится. Но чтобы она закончилась быстрее, мы, общество, должны к этому приложить какие-то усилия, стать рядом с такими большими семьями. Это наши дети, это наше будущее, поэтому общество должно обратить на это внимание. Если ты не доверяешь финансовым схемам, то всегда можно поволонтерить и увидеть работу фонда изнутри своими глазами. Как говорится, добро пожаловать. А помощь благотворительным фондам всегда нужна. Есть один из проектов, который бы мы хотели реализовать. К примеру, большая нагрузка на семейный бюджет – это одежда. Одежда – это большая нагрузка. Мы сегодня все знаем, что такое одеть ребенка. А когда ты получаешь социальное пособие в 2500, у тебя 5 детей, одеть их, ну, мы понимаем, что нереально. Если в пакет их не оденешь, в другое ты их не оденешь. Вот. У нас сегодня существует, есть, Киараза собирает, они раздают вещи, они помогают этим семьям. Хотелось бы, конечно, к большому сожалению, у Киараза их ресурсы, они ограничены, они не такие большие, которые сегодня требуются. Вот. Конечно, в будущем мы хотим обратиться к руководству города Сухум, как минимум, для всех тех, кто занимается этой проблемой, было бы очень хорошо, если было бы у нас большое помещение. Вот, хотелось бы сделать так, чтобы это было не то помещение, где вещи там как-то там лежат, чтобы это был как магазин, чтобы эти вещи там висели аккуратно развешенные, чтобы человек, приходящий туда, не чувствовал какой-то своей уязвимости или ниже кого-то себя, чтобы он чувствовал, что общество рядом с ним и что общество не относится к нему как к кому-то ниже себя. Вот. Чтобы это все было как в магазине. Если у нас будет такое большое помещение, то мы смогли бы сделать так, чтобы люди со всей республики, у кого-то есть коляска, у кого-то есть детская кроватка, у кого-то есть мебель, она в хорошем состоянии, но он уже ей не пользуется, у него нету в ней нужды, да, ну вот такие семьи, да, и много таких семей, у них там, это все, мы знаем, что такое купить сегодня коляску, это минимум 10 тысяч, представляете, вот с бюджета такой семьи оторвать 10 тысяч, или купить сегодня шкаф, да. То есть дать вторую жизнь
тем вещам, которые могли бы еще послужить, если будет один большой такой социальный центр, в котором бы одни могли это все оставлять, другие бы могли бы там прийти и забрать то, что им нужно. Это бы сняло бы нагрузку вот с таких семей. Это было бы большим плюсом для нашего, в общем масштабах Абхазии. Это было бы очень хорошо, если бы у нас один большой такой центр был. Я думаю, если 500 квадратных метров примерно, ну вот такое помещение большое нужно. Можно и чуть поменьше, конечно, ну, чтобы с перспективой развития 500 квадратных метров, чтобы вот прям и мебель можно было, и то, чтобы у нас все было там в одном месте. Недавно также с Российской Федерацией выходили на связь, 500 килограмм вещей предлагали, да. То есть объемы вещей, я думаю, и по нашей республике будут немалые, потому что у многих дети выросли, у многих хорошие вещи лежат. Если люди будут знать, что можно принести, отдать, и это будет один такой большой центр, потихоньку, ну, тихо-тихо вся страна к этому привыкнет. И пока будет такая необходимость, этот центр будет работать и принесет много пользы. Было бы хорошо реализовать такой проект.